Конституция суверенного демократического правового государства Республики Абхазия была принята Верховным Советом 29 лет назад, 26 ноября 1994 года. Основной закон принимался в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытывала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. Принятие Конституции после победы в Отечественной войне народа Абхазии закрепило стремление народа жить в независимом суверенном государстве. К 29-й годовщине со дня принятия основного закона страны в Аку состоялась 10-я международная научно-практическая конференция под названием «Конституция Республики Абхазия и современные вызовы» с участием студентов и преподавателей юридического факультета АГУ. В законодательстве Абхазии, как и в законодательстве Российской Федерации, присутствует конституционно-правовая ответственность, присутствуют его основания, однако нет легального определения того, что же есть конституционно-правовая ответственность. В частности, в Конституции и других законах есть различного рода последствия для нарушения конституционно-правовых норм. Но что такое конституционно-правовая ответственность, как дефиниция в законодательстве у нас отсутствует, так же, как и в законодательстве Российской Федерации. Если же говорить о месте конституционно-правовой ответственности в системе юридической ответственности, то здесь есть различные основания, которые могут свидетельствовать о том, что данный вид ответственности все-таки является самостоятельным. Сегодня Конституция Республики Абхазия – это стержень всего государства. Все 7 глав Конституции находятся в действии. В Конституции закреплены целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Абхазии, провозглашено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, гарантированы права и свободы человека. Конституция закрепляет личные права, экономические, политические, социальные, культурные, экологические права и свободы. Что касается главы 2, да, Конституция закрепляет права и свободы человека и гражданина, однако возникают различные вопросы, как осуществлять реализацию таких прав и как осуществлять защиту таких прав и свобод, которые закреплены в Конституции. В данном случае обязательно необходимо именно осуществление, как уже выше было сказано, политико-правовых механизмов защиты прав и свобод со стороны государственных органов. Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности и демократических традиций. Основной закон вобрал в себя весь опыт и достижения народа Абхазии, накопленные за свою богатую историю, определил стратегию дальнейшего поступательного движения. Отметим, что с принятием 26 ноября 1994 года Конституции Республики Абхазия произошли важнейшие позитивные трансформации в действующем законодательстве, что сказывается на правовом порядке, который в процессе своего развития постоянно модернизируется. В этом контексте важно исследовать вопрос о том, каким должен быть правовой порядок в той или иной ситуации, что сложилось в обществе и государстве. Большое значение имеет также объем и состояние правовых средств, его формирование на конкретном этапе развития. Поэтому нужно исследовать значимость правовых средств в аспекте укрепления правового порядка в современной Абхазии. Заметим, что требования к формальной определенности права возрастают при переходе от традиционного общества к рационалистическому. В дальнейшем они повышаются в связи с рационализацией всего большого круга общественных отношений, что в свою очередь усиливает значение законодательной техники, а следовательно требует избегания связанных с ней ошибок. В ходе международной научно-практической конференции выступили и другие студенты и преподаватели с докладами «Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина. История развития конституционализма в Абхазии. Конституция Республики Абхазия и некоторые вопросы правового статуса личности». Алика Трапшильдар Дамиров, Абхазское телевидение.